Здравствуйте! В эфире актуальное интервью в студии Валерия Наумова. 25 января – Татьянин день, праздник всех студентов. Традиционно в этот день в СВФУ чествуют лучших студентов и аспирантов. Старейший вуз региона готовит специалистов для всех отраслей экономики Якутии и не только. Ежегодно в университете проходят различные стажировки и иностранные студенты. Обучение проводится по более чем 25 новым образовательным программам. Среди них 2 сетевые программы с зарубежными вузами. Подробнее об этом и не только нам расскажет гость студии Анатолий Николаев, ректор СВФУ имени Амосова. Анатолий Николаевич, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как университет чествует своих лучших студентов в Татьянин день? Ну, во-первых, всех хочу поздравить с Днем студенчества, Татьяниным днем. Конечно, можно сказать, до конца прошлой недели мы очень сильно готовились отметить этот день, да, очно. Но, конечно, ситуация нам не позволила в полной мере почувствовать праздник. Но мы своих студентов, сотрудников без праздника, без ощущения именно Дня студенчества не оставим. Да, и, конечно же, сегодня в онлайн формате поздравим всех студентов Днем студенчества. Конечно, всем желаю, чтобы в этот день все вспомнили свои студенческие годы. Мы все были студентами, и студентов бывших не бывает. Да, и, конечно, я очень рад тому, что я свою жизнь вот на данный момент связал с университетом, да, и являюсь руководителем достаточно хорошего университета. Студенты СВФУ, кроме обучающихся медицинского института, до 1 марта перешли на дистанционное обучение. Каким образом сейчас организован образовательный процесс и можно ли говорить о том, что студенты уже привыкли к дистанту? Нет, ну, к дистанцию привыкнуть, в принципе, невозможно, да, но просто ситуация сейчас очень так быстро начала развиваться, да, и буквально в конце прошлой недели мы оперативным штабом приняли решение отправить всех студентов на дистанционное обучение, да, все-таки последний штамм, или как ли, очень, видимо, заразный, да, и количество заболевших в республике достаточно быстро увеличивалось. И вот буквально со вчерашнего дня студенты перешли на дистанционный формат обучения. Но вчера мы приняли еще более кардинальное решение. До сегодняшнего дня все сотрудники тоже переходят на дистанционный формат работы, да, кроме структур, которые обеспечивают жизнедеятельность, да, и безопасность наших объектов. Кроме этого, вчера тоже ко мне утром обратился директор медицинского института, да, потому что оперативный штаб республики обратился к нашим медикам, да, и буквально старшие курсы, вот, старшего 4, 5, 6, все ординаторы, буквально более 700 человек ушли на борьбу с коронавирусом, да, и уже где-то человек 50-60 наших преподавателей тоже ушли на борьбу с коронавирусом. В связи с этим мы вообще, можно сказать, даже приостановили обучение этих курсов. Потом будем в конце учебного года догонять и, может, если потребуется, да, продлим им учебный год. Даже вот такие меры приняли. 2021 год в России и в СВФУ был посвящен науке. Расскажите, пожалуйста, какие достижения ученых университета вы бы отметили и какие меры поддержки молодых исследователей созданы в ВУЗе? Ну, прошлый год каждый год мы в Татьянин день объявляем название Нового года, да, прошлый год у нас был год молодого исследователя, да, и под девизом «Познавать и развиваться». В течение года мы проводили 2 вот таких спецпроекта именно для молодых. Да, это «Наука за пределами неизвестного» и научно-журнальный клуб. Ну, в одном из актуальных интервью я об этом говорил. Ну, поэтому тут останавливаться не буду. Но самое главное достижение для нас, как и для всей республики, это мы стали частью НОС мирового уровня, да, Север территории устойчивого развития. И в рамках вот этого у нас в университете создано 3 молодежные лаборатории, да, и мы очень рады вот этому, получили финансирование, да, и самое главное, вот это вот очень перспективные лаборатории. Там по условиям вот этого конкурса, да, не менее 60% сотрудников должны быть моложе 39 лет. И это еще не все, там не менее 30% должны быть студенты. Поэтому туда в большей степени будет привлекаться молодежь, и я очень рад тому, что вот мы это сделали.
Далее университет, как один из ведущих университетов нашей страны, да, конечно же, принял участие во многих мероприятиях, инициированных Министерством образования Российской Федерации, да, по популяризации науки. Это как снова в науку, на средней науке, там рядом с наукой и в открытых уроках и так далее, и так далее. Ну, в целом университет за прошедший год принял участие, да, и выступил организатором более 200 различных научных мероприятий. Ну, перечислять у нас времени не хватит, да. Но в конце года мы обрадовались тому, что мы выиграли проект ведущих университетов «Приоритет 2030». Да, ну, это начало очередной трансформации нашего федерального университета. Расскажите, с какими зарубежными вузами университет усилит работу уже в наступившем году? Ну, университет достаточно уникальный, да, в том смысле, что мы единственный вуз, который работает в двух геостратегических территориях, это территория Арктики и территория Дальнего Востока. Ну, в этом смысле университет является вот таким связующим звеном арктических университетов, да, и университета, который представляет Азиатско-Тихоокеанский регион, да. И в рамке вот этой вот нашей работы, да, мы сейчас усиливаем работу своего университета в рамках ассоциации, большой ассоциации, это как университет Арктики. Там мы работаем в рамках вот этой ассоциации с самого начала его образования, 98 года, по-моему. Там в этой ассоциации более 200 ведущих университетов, да, мы сейчас переформатировали многие наши проекты, да, и сейчас более плотно начнем работать с этой большой ассоциацией. Очень рада тому, что в прошлом году мы стали председателем Большой ассоциации технических университетов России и Китая АТУР. Там 60 ведущих университетов, 30 это самые ведущие университеты Китая и 30 из российской стороны. Да, и в этом году мы осенью проведем большой форум вот этой ассоциации, да, и очень рады вот этому. Мы являемся вот таким мостом продвижения русского языка вот, в зарубежные страны, да, и, конечно же, рады вот этому. Ну и, конечно, много чего можно рассказать, но несмотря на пандемию, да, мы в прошлом году по разным формам обучения у нас через наш университет прошли более 1000 иностранных студентов, да, из 54 стран, по-моему. Ну и, конечно же, если бы не пандемия, может быть, мы даже еще более усилили работу по двойным дипломированиям, да, по научным исследованиям. Ну, можно еще продолжить. Анатолий Николаевич, вы уже упомянули, что ежегодно СВФУ посвящает свои мероприятия какой-то определенной теме. Расскажите, какой она будет в этом году? Ну, это, конечно, я пока держу в секрете. Сегодня у нас вечером запланировано вот поздравление, ну, окончание вот прошлого года, поздравления, да, и объявление нового года, которому будет посвящена вся работа нашего университета. Поэтому я сейчас не буду говорить, да, до вечера вы знаете. И это до последнего момента, это у нас традиция, держать в секрете, да, чтобы в конце моего выступления выдвинулся новый логотип следующего года. Скажите, 2022 год объявлен годом культурного наследия народов России. Какие основные достижения университет имеет в этом направлении и какой пласт работы запланирован? Ну, в целом университет, я уже много раз говорил, что это не только образовательная структура, да, но и мы и культурный центр всего Северо-Востока. Да, и все-таки федеральный университет это разносторонняя структура. Мы являемся лидирующим учебным заведением, да, в России по сохранению языков и культуры народов Севера или коренных народов. Да. И в прошлом году мы стали победителем по конкурсам по мегагрантам, да, и у нас создана научно-исследовательская лаборатория лингвистической экологии Арктики под руководством ученого Леноры Гернобль, да, который является ведущим международным экспертом по сохранению исчезающих языков. Да, мы очень рады вот этому. Да, и, конечно, еще один момент, который я хотел бы отметить, да, у нас в рамках председательства Российской Федерации в Арктическом совете, да, один из наших проектов это цифровизация языкового и культурного наследия коренных народов Арктики вошел в эту топ-8 проектов, которые будут представлены от нашей страны. Поэтому в этом плане мы очень сильно будем работать.
Еще одним моментом, это очень сейчас воспринимается и принимается работа нашего института ЛАНХО. Без работы института ЛАНХО ни один проект, который связан с ЭПОСом, не проводится. Да, у нас достаточно хорошие, квалифицированные, как бы скажем, эксперты. И в этом направлении мы тоже достаточно сильно работаем. Но сейчас я в многие направления говорить не буду, да, но в течение вот именно года культуры мы включимся во многие проекты. Тем более этот год для нашей республики достаточно вот такой статусный, да, и год столетия создания нашей республики будет проведено достаточно много мероприятий, да, и во многих из них Северо-Восточный федеральный университет станет одним из основных участников или организаторов многих мероприятий. На этот учебный год у вас утверждено более 25 образовательных программ. Расскажите, пожалуйста, какие из них новые, может быть, о каких-то вы хотите рассказать подробнее? Ну, по новым программам, да, ежегодно у нас где-то по 25-30 новых программ мы открываем, да, но самое главное тут не в открытии новых программ, да, мы за этим не гоняемся, извиняюсь вот за этот термин, да, у нас просто с прошлого года мы вообще поменяли стиль работы наших образовательных программ. Мы с прошлого года перешли на индивидуальные траектории, да, и в этом плане многие программы, если даже это ну, старая, это не тот термин, да, программы, которая ведется многие годы, да, оно будет изменено в рамках вот гибких подходов индивидуальной подготовки студентов. Мы более практикоориентированно, более тесно будем работать с нашими работодателями, да, и в этом плане мы будем менять не направление или подготовки и так далее, да, а вообще стиль обучения студентов. Ну, в этом плане, я надеюсь, мы достигнем очень хороших, качественных продуктов в обучении, да, и надеюсь, это понравится нашим студентам и, самое главное, нашим работодателям, нашим партнерам. Ну и коротко расскажите в конце нашей беседы, что бы вам хотелось пожелать студентам в Татьянин день. Ну, конечно, мечтать, думать о будущем, думать о своих друзьях, потому что это самые-самые светлые годы или самое светлое время для осуществления каких-то планов, для начала новой жизни, для того, чтобы появились у тебя новые друзья, может быть, даже новые семьи, да, и со взглядом хорошим на будущее, учиться, креативить, быть активными. И самое главное, удачи. И, ну, на данный момент, конечно же, всем здоровья. Берегите себя. Я бы вот этого хотел бы, да, всем пожелать. Благодарю вас, Анатолий Николаевич. Ну а я напомню, что сегодня мы разговаривали с ректором СВФУ Анатолием Николаевым. Всего доброго и до новых встреч в эфире.